У нас вот только что закончилось собеседование с коллегами, с директорами образовательных организаций. Марина Анатольевна как раз сейчас заканчивает, поэтому я чуть пораньше поднялась. Наше с вами сегодняшнее мероприятие, оно продиктовано необходимостью, запросом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и, соответственно, той потребностью методического сопровождения образовательных организаций, может быть, некоего пояснения, почему же, собственно, что происходит и почему образовательные организации, те или иные образовательные организации попали в тот или иной список. Мы здесь с вами очень закрытой группой, в общем-то, здесь только образовательные организации, по которым выявлены признаки необъективности, и те образовательные организации, которые входят в список школы с низкими образовательными результатами. Коллеги, ситуация следующая. Фактически, контекстный анализ результатов всероссийских проверочных работ я очень укорочу, потому что действительно мы уже отрабатываем с вами не первый год, и поэтому, собственно, по результатам всероссийских проверочных работ у нас сформирован сборник методических материалов, где проанализированы все всероссийские проверочные работы в разрезе муниципалитетов, в разрезе классов, в разрезе предметов. То есть этот сборник доступен у нас на сайте Республиканского института развития образования. И сегодня моя задача фактически показать вам, почему, что произошло и какие основные сложности мы выявили в рамках перепроверки, то, что мы не успели сказать в рамках личного собеседования с руководителями образовательных организаций и с руководителями управления образованием. Мы благодарны вам за ту работу, которую вы проделали. Действительно, вы проанализировали то, как у вас прошло написание всероссийских проверочных работ. И подчеркну, как мы сегодня общались с Актадинским районом, подчеркну, коллеги, что всероссийские проверочные работы – это не карательный ни в коем случае какой-то инструмент. И если вы показываете, объективно показываете те результаты, которые, собственно, вы демонстрируете, то вы не попадаете вот в эту зону необъективности. Итак, для начала хочу позволить себе напомнить несколько моментов, что уровни системы образования у нас 4 классические, и всероссийские проверочные работы у нас попадают вот в третью ступеньку, фактически федеральные мониторинги, поэтому такое большое внимание им уделяется. Но при этом принципы, посмотрите, те 5 китов, на которых держится вся наша с вами система оценки качества, это во главе угла, причем, смотрите, стоит объективность. То есть объективность, надежность, достоверность, прогнозируемость и доступность. Доступность, да, она у нас доступна. Действительно, коллеги неоднократно отмечали, что ситуации с натаскиваниями, почему они происходят? Потому что и родители в том числе заинтересованы. И вы, коллеги, прекрасно знаете, что есть различные сайты, Решу ВПР и так далее, где, собственно, выложены различные примеры ВПР, аналоги, да, где вы можете прорешать, демо-версии и так далее. Прогнозируемость – это как раз, наверное, один из тех показателей. То есть мы прекрасно знаем, кто из наших ребяток напишет и на какие отметки он их напишет. Это почему? Потому что я до недавнего времени тоже, точно так же, как и вы, собственно, готовила детей к ВПР, честно скажу, готовила, и в каких-то моментах там где-то, может быть, поднатаскивала. Но при этом, коллеги, я не понимаю, как можно, может быть, тут сказывается и мой личный педагогический опыт. Я не понимаю, как двоечника можно натаскать на решение ВПР таким образом, чтобы он его написал на 5. Потому что все мы с вами прекрасно понимаем, я, например, историк по образованию, да, и вот второй блок, который оценивается, как правило, выше, чем первый блок, там тестовые решения, где выбор ответа предполагается. Каким образом демоверсия всегда не соответствует тем заданиям и тем вопросам, тем темам, которые ребенок получит. Поэтому не могу сказать, каким образом можно ребенка, который плохо учится, натаскать на этот момент. Да, подготовить, обращая внимание на те или иные моменты, конечно же, можно. Итак, смотрите, достоверность, объективность и надежность. То есть все участники, все субъекты образовательных отношений должны понимать, что данные результаты, они показывают именно ту реальную ситуацию, которая происходит сейчас с ребенком и в данной образовательной организации. И исходя из тех принципов у нас строятся тренды оценки качества образования в деятельности образовательных организаций в России, в Республике Коми.
Ну и посмотреть, это объективность, качество и достижения. Соответственно, в Республике Коми также идут некие переклички с этим. Все вы это прекрасно знаете, удовлетворенность, вовлеченность. И тут как раз-таки к вопросу вовлеченности, это к вопросу о привлечении родительской общественности к проверке, простите, к процедуре проведения, то есть та самая открытость всероссийских проверочных работ, процедуры проведения. Многие образовательные организации говорят о том, что они привлекают коллеги привлекают и родителей в том числе и на период проверки всероссийских проверочных работ. Для меня немножечко это непонятно. Наверное, здесь это делается для открытости процедуры. Ну, то есть, но насколько родитель сможет оценить, корректно ли оценивает педагог, тут вопрос. Ну, то есть, смотря какую установку вы ставите перед родителями, какую установку вы ставите перед педагогическим сообществом, это тоже очень и очень важно. Далее мы говорим основные тенденции, основные проблемы. Смотрите, у нас 4 тенденции. Это объективность, индивидуализация, принятие решений, построение индивидуального профиля обучающегося. При этом мы говорим, что у нас есть также и проблемы. Мы не понимаем назначение оценочных процедур. И когда ни один руководитель образовательной организации, череда, скажем так, руководителей, нам открыто говорят, пожалуйста, и нам, и Министерству образования, наверное, даже больше Министерства образования, представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, пожалуйста, донесите до наших коллег, что ВПР, не надо натаскивать на ВПР, что ВПР это не карательное, то, с чего я сегодня начала наше с вами собрание такое вот, что, пожалуйста, донесите до коллег, что надо объективно оценивать, что ВПР это не карательная функция и так далее. Поэтому вот как раз-таки мы говорим, что самая основная проблема это непонимание назначения оценочных процедур. Далее объективность. К нам присоединяется Марина Анатольевна. Как раз-таки закончили, да, совещание. Да, закончили совещание. Итак, коллеги, объективность, индивидуализация, да, и здесь мы говорим как раз-таки проблему объективности. Это то, с чем мы столкнулись и почему у нас сейчас были, собственно, совещания. Далее, неумение применять результаты оценочных процедур в деятельности образовательных организаций. То есть мы провели процедуру данную, да, и про нее благополучно забыли. И в конце я немножечко скажу про это, то есть собственно, каким образом мы можем применять те или иные результаты оценочных процедур в своей деятельности. Далее, отсутствие индивидуальной образовательной траектории. То, что неоднократно сегодня отмечалось и сегодня, и в течение вообще этой недели на собеседованиях, что, к сожалению, мы констатируем невозможность, наверное, да, в том числе и нежелание педагогов выстраивать индивидуальные траектории сопровождения обучающихся по итогам оценочных процедур. И поэтому, коллеги, убедительная просьба в своей деятельности, не провели мы с вами ВПР, проанализировали и благополучно забыли про нее, а именно провели, проанализировали, с детьми отработали, и как некоторые коллеги отмечали, но это, к сожалению, была одна-две образовательные организации, что провели, проанализировали и, соответственно, выстраивают дальнейшую траекторию сопровождения обучающихся, в том числе через промежуточную аттестацию, в том числе через некие промежуточные тесты, уже исходя как раз-таки из потребностей обучающихся. Далее, вот это наши с вами основные проблемы. Республиканская система оценки качества, просто я тут добавила слайд для того, чтобы вы представляли, что фактически мы не говорим об отдельно взятой образовательной организации, мы говорим о том, что каждая образовательная организация включена в общую систему и, соответственно, оценивают Республику Коми, Рособорнадзор именно в совокупности всех образовательных организаций, да, Республики Коми. И устраивается региональный рейтинг. И, собственно, коллеги, вы его видели, управление образования, вы понимаете, что Республика Коми, к сожалению, в том числе и объективности, по показателю объективности, к сожалению, находится далеко не на первом месте. Мы прекрасно понимаем, что в данной системе есть и
субъекты и объекты, и вы это прекрасно знаете, и, соответственно, те самые механизмы управленческого воздействия, о которых мы поговорим чуть позже. Позволю себе пролистать, потому что действительно времени у нас не так и много. И фактически направления для формирования объектов оценки. Посмотрите, исходя из того, что Рособорнадзор выставляет определенные требования, и вот те самые 11 показателей, которые у нас представляют как раз такие вот эту вот систему. Это и оценка образовательных результатов, это и оценка качества массового образования в разрезе учебных предметов и оценка материально-технической базы. То есть совокупность показателей, она достаточно велика, но при этом мы понимаем, что как раз-таки оценка качества образования, она на самом первом месте. Далее мы говорим о республиканской системе, мы говорим о том, что вот те самые 3 уровня оценки качества образования, которые начинаются с самообследования. Далее у нас идет текущий контроль и внутришкольный контроль, который осуществляется, конечно же, образовательной организацией. Но вы все услышали о том, что сегодня мы говорим, необходимо внутришкольный контроль приводить в соответствие с теми требованиями, которые выставляются на уровне Российской Федерации. И, соответственно, уровни контроля должны соответствовать и возрастным особенностям, и требованиям федеральной системы оценки качества образования. Вы видите, что всероссийские проверочные работы, если ранее они шли в разрезе с теми же самыми заданиями ОГЭ и ЕГЭ, то сейчас они стараются максимально приближаться к типологии заданий итоговой аттестации. Соответственно, и нам с вами надо к этому потихонечку приходить. Но и вы видите, что, соответственно, выходим мы на совершенствование внутренней системы оценки качества образовательной организации, и мы говорим про повышение профессиональной компетентности педагогов и про внесение изменений в основную образовательную программу в части корректировки учебных планов и рабочих программ учебных предметов. Мы с вами очень хорошо сейчас отрабатывали, вносили изменения в основную образовательную программу в части воспитания. Ежегодно мы вносим корректировки в связи с изменениями предметных концепций. У нас с вами принимаются на уровне Республики Коми и на федеральном уровне, и на уровне Республики Коми предметные концепции. Соответственно, изменения в программы основные образовательные вы вносите, но теперь необходимо еще и очень грамотно проследить, как у вас отображаются все эти изменения предметных концепций и итоговой аттестации в ваших контрольно-измерительных материалах. Потому что, коллеги, честно говоря, положа руку на сердце, буквально вчера вечером, готовясь к нашему сегодняшнему мероприятию, я просмотрела некоторые сайты из тех образовательных организаций, из тех 34 образовательных организаций, которые вошли в данный список с необъективными результатами. Коллеги, вы удивитесь. Из 8 просмотренных мной сайтов у 7 образовательных организаций контрольно-измерительный материал представляет собой часть А и часть Б на уровне 11 класса среднего общего образования. Коллеги, ЕГЭ от этого отошло уже у нас с вами 5 лет назад. То есть посмотрите, пожалуйста, контрольно-измерительный материал, потому что это то, собственно, на что ориентируются родители, законные представители, обучающиеся и ваши педагоги в первую очередь при составлении, проведении оценочных процедур внутри образовательной организации. И непосредственно уже переходя к перепроверке всероссийских проверочных работ, вот здесь представлен слайд, это 2018, посмотрите, 20 школ, 2019 это 23 школы, в этом году было 34 школы, 34 образовательные организации, 2 из них подведомственные Минобро напрямую, да, и 32 образовательные организации из всех муниципалитетов Республики Коми. Нас эта ситуация очень удивила, действительно, потому что такого раньше не было. Есть объективные причины, многие из вас их отмечали, и что одна из, собственно, причин, один из признаков необъективности – это так называемое завышенное значение среднего балла ВПР, несоответствие результатов всероссийских проверочных работ и школьных отметок. И некоторые из вас, в том числе на собеседовании, говорили, что действительно, прошлый год мы заканчивали в режиме дистанционного обучения, прошлый год отметки, ну, такое негласное правило было, там, не ставить негативные отметки и так далее, поэтому, наверное, поэтому мы так для себя это объясняем, такое большое количество образовательных организаций. Но, коллеги, при этом, посмотрите, отслеживается
Очень многие задавали руководители образовательных организаций этот вопрос, поэтому я позволила себе добавить этот слайд. Результаты ВПР заметно выше средних результатов по региону, при этом школа не является лицеем, гимназией с углубленным изучением данных предметов. И полученные результаты не подтверждаются высокими результатами на ОГЭ и ЕГЭ. Коллеги, ЕГЭ в прошлом году, мы помним, прекрасно было отменено. ОГЭ, да, ЕГЭ у нас с вами только осталось для тех, кто желал поступать. Но, тем не менее, если ребенок планирует поступать куда-то, то, соответственно, он готовится к вступительным экзаменам, готовится к выпускным экзаменам, поэтому там уже были, извините меня, супермотивированные обучающиеся, и при этом почему-то результаты ВПР гораздо выше, чем вот данные результаты. Поэтому действительно возникают вопросы, и результаты выполнения простых заданий ниже, чем в среднем по региону, а выполнение заданий сложных выше. И вот здесь таки у нас тоже возникают вопросы, как такое может быть. И действительно, коллеги, несмотря на то, что у нас проверяла комиссия, и я особо обращу внимание, что если расхождение между баллами проверки и перепроверки было значительное, то член комиссии, у нас данная работа проходила так называемую третью проверку и для, собственно, некой надежности. Поэтому зона доверия к перепроверке с точки зрения республики, с точки зрения министерства, она достаточно высокая. А сейчас я, собственно, перейду непосредственно к тем моментам, что выявила перепроверка. Посмотрите, по результатам перепроверки всероссийских проверочных работ сотрудниками Института развития образования была составлена вот такая вот табличка. Здесь приведен пример 6 класса. Вы видите, что это у нас, собственно говоря, математика. И по каждому предмету, по каждому обучающемуся в разрезе образовательной организации, и эта информация именно в разрезе вашей образовательной организации будет вам направлена сегодня, край завтра. Вот такие экселевские таблички, просто чтобы вы не сравнивали между друг дружкой. Да? Вот так же, как информационное письмо было направлено на адрес образовательной организации, аналогично мы направляем вот такой вот документ. Коллеги, посмотрите, здесь представлен вот такой анализ, то есть балл перепроверки, балл образовательной организации. И вот таким вот охристым цветом выделены те случаи, когда балл перепроверки он ниже, чем балл выставлен образовательной организации. Здесь каждое задание отдельно. Да, каждое задание отдельно, да, там это видно, просто мы вырезали наименование образовательной организации, и, соответственно, зеленым цветом выделены те случаи, когда перепроверка поставила балл выше, чем образовательная организация. И, соответственно, посмотрите, по факту получается, к сожалению, что в результате перепроверки баллы были понижены. При этом, коллеги, удивительная ситуация, по одному обучающемуся в рамках одной образовательной организации вот такие расхождения занимали от одного, были некоторые работы, где один значительный балл, который не повлиял на отметку, до 20 заданий. До 20 критериев, скажем правильно, потому что в рамках одного задания могло быть 3 критерия. Коллеги, вот тут вот возникают вопросы, в том числе и к школьным методическим образованием. Потому что, соответственно, либо вы между собой не договорились, как трактовать. Особенно это было заметно по большим школам. Например, где свыше или около 100 обучающихся. И видно даже по почерку и по каким-то моментам, что есть работы, где ни одного замечания при проверке не выявлено, а есть работы, где выявлено 5, 6 и более замечаний. Коллеги, тогда к вопросу, как отработало школьное методическое объединение. Соответственно, либо вы не договорились между собой, как вы читаете данные задания. И далее я позволила себе добавить слайд, где представлены примеры, лишь несколько примеров. Фактически посмотрите, какие основные проблемы были выявлены в образовательных организациях. Подчеркну то, что я уже сказала. Это разная трактовка критериев именно отметок. Вот, например, нижнее задание, коллеги, это русский язык, 6 класс. По критерию написано, что если черточка отмечена, это, собственно, у нас орфографические ошибки, а галочка – это пунктуационные ошибки. В критериях отмечено, что если в данном случае, посмотрите, проверяющий выделил 4 ошибки,
Перепроверка выявила, что мало того, что проверяющий не заметил ошибочку, но их уже получилось у нас 5. Но даже если выставлено по критерию оценивания, написано, если выставлено 3-4 ошибки, выставляется 1 балл. Коллеги, ваш проверяющий выставил 2 балла. Это к вопросу о, коллеги, простите, буду называть вещи своими именами, функциональной грамотности. То есть то, как мы читаем. Выявлено 5 ошибок, и, соответственно, проверяющий ставит 0, потому что это по критериям. Есть такое требование. Далее, допущено 2 пунктуационные ошибки. В данном случае проверяющий отметил только 2 пунктуационные ошибки и ставит балл. По факту выявлено 3 перепроверкой пунктуационные ошибки, и ребенок получает 0 баллов. По третьему критерию здесь просто перепроверка выставляла баллы там, где положено, отдельные окошечки, вот такие уже, только на другой страничке, поэтому здесь я не стала добавлять этот слайд. Коллеги, по факту здесь ребенок еще пропустил полабзаца текста, поэтому вот за последний критерий там списывания поставлен 1 балл. Я понимаю, что у филологов большая нагрузка, но коллеги, согласитесь, что не заметить при проверке каких-то моментов орфографические и пунктуационные ошибки, тут уже возникает вопрос по профессионализму. Мы очень много сегодня слышали, и сегодня вообще в течение недели, про то, что очень много молодых педагогов в образовательных организациях. Но, коллеги, это ведь к вопросу еще и о том, а как вы с ними работаете, как вы выстраиваете взаимодействие с молодыми педагогами. Далее, тут аналогично коллеги не заметили ошибок или тоже посчитали. Если даже были такие критерии, вот сейчас, когда готовились, не нашли вот эту работу, потому что я напомню, что у нас в перепроверке было почти 1600 работ, из них 900 по русскому языку. У меня лично, потому что я все их просматривала, было выявлено, педагог выявляет 7 орфографических ошибок, и при этом ребенку ставит 2 балла. Для меня это непонятно. И последнее, на что обращали внимание и в рамках собеседования, и вообще, в принципе, при каждом, опять-таки же, муниципалитету про это говорили. Посмотрите, очень большое количество работ, где видно, прошла проверка, и потом педагог понимает, что вот промежуточное состояние у ребенка выходит 6 баллов, а это где-то там на работах, кстати, коллеги, это опять-таки же к вопросу об объективности, почему у некоторых муниципалитетов, в образовательных организациях на работах карандашиком подписана фамилия, имя обучающегося. Это ведь мы тогда о какой процедуре говорим, о какой объективности процедур оценочных мы говорим, если у нас все должно быть обезличено. И по факту должен проверять педагог, не ведущий в данном классе работы. Понятно, что я знаю, если у меня там Леночка хорошо учится, а тут у нее настроения не было, она у меня отличница, она мне тут плохо написала. Я ей там, причем, коллеги, ни в одном критерии, ни в одном классе не было возможности поставить 0,5 баллов. 3 школы у нас есть из 34, которые себе позволяли это ставить 0,5 баллов. Коллеги, на уровне федерации утверждены эти контрольно-измерительные материалы. А мы так вольно их трактуем и позволяем себе, с моей точки зрения, недопустимое. И опять-таки же добавляли, убавляли баллы, и тут возникают вопросы, собственно говоря, каким образом мы, Елена Сергеевна, каким образом мы их оцениваем, каким образом мы работаем с теми контрольно-измерительными материалами, которые у нас есть. Коллеги, я повторю, что по всем образовательным организациям будут направлены вот эти таблички, по всем образовательным организациям будет направлен документ, который у нас уже, собственно, был вам представлен, и мы анализ итогов проверки, фактически, сейчас пробегусь буквально, и сейчас мы готовим более подробно по всем классам, по всем школам, уже более подробный анализ, именно вот уже в разрезе классов, в разрезе заданий. В том числе вы видели, там есть документ, табличка, которая указывает, в каких заданиях, какие задания стали для вас наиболее проблемными. На этом я позволю себе закончить. Я напомню, что в любом случае Институт развития образования у нас открыт для коммуникации. Мы всегда с вами готовы сотрудничать, выходить на индивидуальное сопровождение
на индивидуальное сопровождение, коллеги, образовательных организаций, обращайтесь, рады будем вам помочь. И передаю слово Марине Анатольевне. Секундочку. Так, коллеги, сейчас у нас подгрузится презентация еще одна, и мы с вами по ней поработаем. Ну, конечно, есть много проблем в образовательных организациях, связанных с объективной проверкой всероссийских проверочных работ. И сегодня мы представим нашу систему сопровождения школьных команд, тех образовательных организаций, по которым выявлены прежде всего признаки необъективности результатов, для того, чтобы объективность этих результатов мы с вами могли повысить. Напомню, что сейчас на уровне Федерации формируется национальная система профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров, одной из задач которых является формирование эффективной системы повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников за счет того, что расширяется спектр возможностей их профессионального и карьерного роста. И в этой связи институты развития образования не только организуют прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации педагогов, но и работают над повышением уровня профессионального образования. У педагогов, у учителей есть возможность осуществлять свое профессиональное развитие и рост за счет различных мероприятий, в том числе участие в деятельности профессиональных общественных ассоциаций. Да, в данном случае мы говорим о наших республиканских методических объединениях. Это и участие в экспертной деятельности, как на муниципальном, так и на региональном и на федеральном уровне. И вот если говорить применительно к проверке всероссийских проверочных работ, то в каждой образовательной организации может быть организована такая вот перекрестная проверка, комиссионная проверка. Да? То есть каждый учитель может выступать вот в роли эксперта. Это и участие в деятельности методических команд на школьном, муниципальном и региональном уровне, и работа наставника молодого специалиста в рамках, например, в том числе и практики студентов. Сегодня мы выстраиваем различные механизмы построения персонифицированных и индивидуальных контентов для каждого педагогического работника. Прежде всего, да, за основу берутся результаты внешних оценочных процедур, когда вы выявляете типичные ошибки обучающихся, трудности при выполнении заданий и над ними работаете. Да. В том числе мы со своей стороны выявляем затруднения педагогов в определении проверяемых предметных и метапредметных умений. Затем, учитывая результаты аттестации профдиагностики в рамках предметных и методических компетенций, коммуникативных компетенций, с учетом профессиональных и деловых качеств и результатов вашей профессиональной деятельности, мы даем вам рекомендации по совершенствованию вашей профессиональной квалификации и определяем направленность программ дополнительного профессионального образования. И далее для каждого педагога сейчас рассматривается возможность построения индивидуальной образовательной траектории или индивидуального образовательного маршрута, который включает в себя не только обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, но и участие в семинарах, информационных и проектных сессиях. И все это заканчивается повторной итоговой диагностикой профессиональных дефицитов, и далее цикл может быть повторен при необходимости. Вот как уже Наталья Николаевна говорила, да, мы с вами знаем, что существуют различные причины необъективности всероссийских проверочных работ, их оценки. И у нас с вами возникают вопросы, как же нам все-таки совместно, да, избежать этой необъективности и какие профилактические мероприятия мы с вами можем провести. Прежде всего, мы с вами за основу можем взять рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов, которые были направлены в письме Рособорнадзора во все образовательные организации. И первое наше направление работы – это обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры образовательной организации. За счет чего мы этого можем достигать? Прежде всего, конечно, это должно быть полное подробное описание оценочной процедуры, и именно оно будет закреплять соответствие этой оценочной процедуры принципам. Это использование научно обоснованной концепции качественных контрольно-измерительных материалов. Это применение единых организационно-технологических решений и мер защиты информации. Вот здесь мы тоже об этом говорили на наших собеседованиях, о том, что есть работы, в которых представлено много исправлений, причем это исправления однотипные, и не всегда понятно, кто эти исправления вносил. Носились ли они самим ребенком при самопроверке работы, либо это уже комиссия или учитель при проверке работы эти исправления вносил. Да, Марина Анатольевна, хочу добавить, что, коллеги, со следующего года мы начинаем запрашивать именно скан
копия в электронном формате, где будет четко прослеживаться Цветные скан-копии, да, поэтому, коллеги, причем иногда это были еще и однотипные исправления, то есть, например, целый класс у нас написал, ошибки допустил, а потом мы смотрим, ребятки резко начинают исправляться. Все одинаково исправили. Все одинаково, да, то есть это тоже учитывается. А потом оказалось, что это одинаково исправили неверно, и опять одинаково у всех исправлено еще на один какой-то другой вариант. Да. То есть были и такие работы представлены. Конечно, очень важно, что мы привлекаем на всех этапах оценочной процедуры квалифицированных специалистов. Многие школы говорили нам на собеседовании, что вот у нас молодые педагоги, они еще не обучены. Это, конечно, ваша задача, чтобы подготовить педагога, провести с ним предварительную работу, обучить его оцениванию работ и вообще организации, да, оценочной процедуры. И, конечно, это устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, которые привлечены к проведению оценочной процедуры. Далее очень важно организовать на региональном, муниципальном уровне контроля соблюдение всех положений регламентов, которые приведены в описании оценочной работы. Важный момент – это привлечение независимых общественных наблюдателей. Это, возможно, выезды в пункты проведения представителей муниципальных и региональных органов исполнительной власти, организации видеонаблюдения и так далее. Вторым важным направлением является формирование участников образовательных отношений, позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. Прежде всего, это, конечно, работа с родителями, это работа с обучающимися, это работа и с учителями. То есть мы с вами должны в приоритетном порядке реализовывать программы помощи образовательным организациям с низкими результатами, программы помощи учителям, которые имеют определенные профессиональные проблемы и дефициты, вот опять же, если говорить, да, о молодых педагогах, либо о педагогах-стажистах, сегодня тоже разговор зашел, что они не могут перестроить свою деятельность. Надо им в этом помочь. Принять меры административного воздействия только тогда, когда эти ваши усилия, ваши программы помощи не привели к позитивным сдвигам результатов. Нельзя запугивать учителей, нельзя говорить им о том, что вот если в вашем классе плохие оценки, значит вы действительно плохо работаете. То есть это недопустимо. Мы должны сначала оказать помощь, а потом уже делать такие выводы. Для оценки деятельности педагога мы с вами можем использовать результаты оценки ребят только в том случае, если педагог на это согласен, если он высказал свое такое желание. Мы должны способствовать повышению заинтересованности образовательных организаций в использовании объективных результатов региональных и федеральных оценочных процедур. И, как я уже говорила, проводить разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций. Важный момент – это кадровое обеспечение процедуры оценки качества образования. Да, то есть здесь необходимо создать условия для обеспечения объективности результатов оценочной процедуры. Для этого предусмотреть механизмы контроля обеспеченности кадрами всех этапов проведения оценочной процедуры в соответствии с требованиями порядка проведения. Обязательно мы должны предусмотреть меры по обеспечению единообразия условий привлечения, подготовки и при необходимости аттестации специалистов для проведения оценочной процедуры. И мы должны предусмотреть меры по предотвращению конфликта интересов в процессе проведения оценочной процедуры. Вот таким образом, при проверке работы школа должна обеспечить объективность оценки, провести заседание методического объединения учителей, изучить критерии оценивания, да, прийти к единому пониманию этих критериев оценивания, к верному пониманию, проверить, может быть, несколько работ, выявить типичные ошибки и обсудить затем общие подходы к оцениванию. Важно оценить работу всех участников и в случае необходимости консультироваться с коллегами. И по окончании проверки еще раз проанализировать все результаты, выявить типичные ошибки и наметить пути их устранения. И в этом случае перепроверка нам с вами уже не понадобится. Институт организовал методическую поддержку управленческих команд образовательных организаций, в которых выявлены признаки необъективности оценки всероссийских проверочных работ. На сайте конференции и семинаров conforkrelo.ru у нас представлены видеозаписи тех мероприятий, которые уже прошли и которые будут у нас еще проводиться. Все они тоже будут представлены здесь. Это стратегическая сессия оценочной процедуры 2020-2021 учебного года. Это стратегическая сессия по всероссийским проверочным работам. Видеозапись сегодняшнего мероприятия также будет там представлена. В видеозале института будет представлена линейка онлайн-семинаров по разбору заданий и анализу результатов ВПР. Также в видеозале всегда вы можете найти видеозаписи заседаний республиканских методических объединений по всем предметам, где также затрагиваются вопросы, связанные с обсуждением результатов всероссийских проверочных работ. И по заявкам от организаций, от методических служб
муниципалитетов. Мы готовы организовать консультирование управленческих команд в том формате, в каком для вас это будет удобно, и мы готовы организовать выезды мобильный методист в муниципалитете. Кроме того, вы можете ознакомиться с теми видеозаписями семинаров, вебинаров, информационных сессий, которые мы проводили для образовательных организаций в прошлом году. Не все, к счастью, образовательные организации прошлого года попали вновь в этот список необъективных организаций, демонстрирующих признаки необъективности. Это различные вебинары и семинары. Ждем вас на наших мероприятиях. Кроме того, мы организуем курсы повышения квалификации. В частности, наша программа «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам». Она направлена именно на то, чтобы помочь педагогам научиться правильно оценивать различные виды оценочных работ и использовать результаты оценочных процедур в своей деятельности. Наши программы направлены на развитие компетенций не только предметных, но и методических, психолого-педагогических, профессиональных и коммуникативных. И сегодня мы рады уже представить новые программы для учителей-предметников о совершенствовании предметных методических компетенций учителя математики, русского языка, химии, физики, биологии. Кроме того, в этом году у нас открывается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, одной из задач которого будет выстраивание для каждого педагога индивидуального образовательного маршрута. У нас уже разработан личный кабинет педагога, в котором уже размещены некоторые мероприятия для тех педагогов, которые проходят обучение на курсах повышения квалификации в Академии Минпросвещения. В ближайшее время здесь будут представлены индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, которые участвовали у нас в диагностике профессиональных компетенций совместно с ФИОКа, это для учителей математики, физики и химии. И буквально вчера мы получили письмо от Академии Минпросвещения о том, что будет запускаться серия новых курсов повышения квалификации, которые должны охватить всех педагогов, всех образовательных организаций, вообще страны в целом. Так что будьте, пожалуйста, к этому готовы. Вам обязательно придет приглашение на эти курсы. Там будут учителя-предметники практически по всем предметам уже представлены, задействованы. Коллеги, если у вас есть вопросы, то мы готовы на них ответить. Коллеги спрашивали, будут ли видеозапись. Да, коллеги, Да. будут. И мы просим прощения, что мы перенесли вот так вот время с Мариной Анатольевной. Дело в том, что у нас сейчас министерство поставило совещание на 16 часов, поэтому мы вот очень так кратенько осветили основные моменты, но мы готовы с вами работать индивидуально. Все материалы будут направлены вам на адреса электронной почты. Соответственно, да, мы сейчас их откроем для скачивания вам, они будут доступны. Режимы, да. И также мы их направим вам всем. Сейчас Марина Анатольевна открыла вам файлы для скачивания. Не видит, наверное, какие-то проблемы. Но в любом случае, сегодня вечером, Да, завтра мы утром направим вам все материалы. Вот они открылись, коллеги, можете скачать. Коллеги, в любом случае, повторю, что индивидуально, в прошлом году мы отработали с 6 муниципалитетами, и только один муниципалитет из них попал, вот эти же образовательные организации попали из 28, 2 организации осталось. Мне кажется, это достаточно хороший показатель, что мы с вами сработали. Не только мы, нет, ни в коем случае. Мы вместе с вами сработали, да. Коллеги, поэтому мы открыты, мы выезжаем, тем более в близлежащие муниципалитеты. И очень надеемся, что мы больше вас не увидим в этих списках, потому что действительно вы работаете хорошо. Очень много школ-лидеров в этом году почему-то попало в этот список. Опять-таки же причины разные. Поэтому если будут вопросы, мы всегда открыты. Центр развития общего образования. Меня зовут Наталья Николаевна, кто еще не знает, поэтому обращайтесь. А на этом мы вынуждены с вами закончить вещание, потому что через 10 минут нас ждет Министерство образования, Наталья Владимировна. Как раз-таки в том числе и этим вопросам. Запись будет доступна на сайте Конформ КРИРО. Всего доброго. До свидания. До свидания.